Одна книга способна изменить нашу жизнь. Смысл в том, чтобы нужная книга попалась вовремя. Ведь романы интересны, детективы увлекательны, ужасы пугающие, а книги по психологии спасающие. В последнее время стало модно говорить о своем здоровье, думать о нем, заботиться, особенно о ментальном. На наше ментальное здоровье влияет множество факторов. Например, это зависимость от соцсетей, образ жизни, иммунитет и так далее. А вот разобраться в себе – это самая сложная задача, которая стоит перед каждым из нас. Мы сегодня для вас подобрали несколько книг о ментальном здоровье, которые легко читаются и полны практических советов. С вами про книги, выпуск 11. Тревожность – это ловушка, она душит нас и держит взаперти. Каждый метод, описанный в этой книге, сам по себе эффективен, но один вам понравится больше, другие меньше. То, что прекрасно сработает для одного, может не помочь другому. Будьте терпеливы, не сдавайтесь и не прекращайте работу, и вы найдете то, что вам подходит. Книга на русском языке публикуется впервые. И давайте мы прочитаем отзывы, которые оставили читатели в электронной библиотеке Литрес. Сперва прочитала книгу полностью. Теперь осваиваю каждый метод постепенно, чтобы подобрать свои лучшие. Другой читатель пишет: книга просто кишит полезными практическими советами и без воды. Просто бери и делай. Испробовала многие очень действенные. В решении моих проблем помогли. Ведь стрессы у нас бывают у всех, а так как к психологам мы ходим не все и не всегда. Рекомендую к прочтению. Я благодарна автору. Методы, описанные в книге, очень помогают. Необходимо терпение и стремление пережить беспокойство. Спасибо, что есть такая литература. Следующая книга – это «Сила доброты» Джамиль Заки. Как с помощью эмпатии сделать мир лучше. Очень легкая и простая в чтении книга, которая подойдет даже подростку. Джамиль Заки сам профессор психологии Стэнфордского университета и больше 10 лет исследовал эмпатию. В этой книге очень хорошо говорится о двойственности цифровой эпохи, про наше с вами сейчас настоящее, где нашу жизнь захватили социальные сети, технологии, и многие этим обеспокоены и считают, что технологии сделали нас тупее, грустнее и злее, чем было раньше. И многие считают, что нам нужно учиться быть добрее друг к другу. Люди говорят, что книга очень искренняя и теплая, в том числе и потому, что Джошуа начинает со своей собственной истории, рассказывая о личных переживаниях в процессе и после развода родителей. И в своей книге Джошуа наглядно демонстрирует, как и почему это происходит, и чего можно добиться, используя эту эмпатию. Другой читатель пишет: основная роль эмпатии в том, чтобы вдохновлять на доброту. Я считаю, что в сегодняшнем мире, где люди чаще подзуживают друг друга, подталкивают к агрессии, обладать навыками эмпатии и развивать их особенно ценно. Кстати, тоже очень выгодно. Следующая книга, которую мы хотим для вас посоветовать, это «Не мешай себе жить». Человек всегда был склонен к саморазрушению, и это факт. И порой мы сами не замечаем, как эта склонность нам мешает. Чувство страха, вины, обида, прокрастинации и так далее. Книга посвящена для всех, кто попал в ловушку саморазрушения, но хочет улучшить свою жизнь и избавиться от деструктивного поведения. Отличная книга, которая читается легко и просто. Легко может дать много полезных инсайтов людям, которые любят порой усложнять свою жизнь и ставить самим себе ментальные барьеры. Профессор научит вас позитивной психологии, которую принято недооценивать в обществе, что является очень неправильным. Ведь все хорошее начинается с позитивного мышления, а дальше появляются силы на то, чтобы покорить мир. Нина Корняковский «Хочу
как они. Или же выбрать себя и жить, занимаясь любимым делом. Журналистка и путешественница Нина Корняковский выпустила замечательную, яркую книгу об успешных людях. Она путешествовала, снимала и общалась с успешными людьми, которые смогли найти себя. В книге содержится очень много практических руководств, а также все проблемы, с которыми столкнулись участники этой книги на пути становления себя. Книга содержит всю правду без лишней воды, с яркими иллюстрациями и минимумом текста. Еще одна книга, которую мы хотим для вас посоветовать, это книга «Легкий способ жить осознанно» Алана Карра. Эта книга поможет вам снизить стресс, избавиться от тревог, волнений и депрессий. Автор уверяет, что наслаждаться постоянно растущим ощущением счастья и гармоничными отношениями с другими людьми, сохраняя при этом спокойствие и полностью контролируя себя и свою жизнь, возможно. Ричард Брэнсон, британский предприниматель и миллиардер, говорит, что я знаю очень многих людей, которые изменили свою жизнь к лучшему, прочитав книги Алана Карра.